Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Распространение пандемии коронавирусной инфекции по всему миру вызывает у людей повышенный страх. Это касается как населения в целом, так и отдельных групп граждан. В нашем регионе население страдает еще и от смога из-за лесных пожаров. Как поддержать свое психическое здоровье, расскажет гостья нашей студии, психолог Мария Загоренко. Мария Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот все устали от ограничительных мер, да? У нас в регионе еще и ситуацию усугубляет смог от лесных пожаров. Как такие события отражаются в целом на психическом здоровье людей? Но здесь нужно понимать, что каждый человек по-разному реагирует на события, да, которые выходят из привычного течения жизни. Кто-то стойко переносит, у кого более сильная нервная система, да, а кто-то может чувствовать напряжение нарастающее, а кого-то это может вызывать существенный дискомфорт. Да? Это связано с разными факторами, с такими как свойства нервной системы. Да? Все-таки наша биология на нас влияет. Да? Темпераментальные, воспитание, восприятие ситуаций. Это все влияет на то, как человек будет реагировать на ту или иную ситуацию. То есть сами по себе эти события, коронавирусная инфекция, да, или смог, они не являются источником, да, ухудшения психического состояния. Они могут актуализировать уже имеющиеся проблемы, уже имеющиеся какие-то внутренние процессы, которые были у человека. Они могут усугубиться, и человек может чувствовать себя как-то хуже, почувствовать в этот период. Да, вот что касается самоизоляции, смога, не всем стало хуже, но есть люди, у которых уже были предпосылки какие-то. Может быть, эта тревога связана со здоровьем, да, у человека есть астма, там, проблемы с легкими или в целом какие-то трудности со здоровьем. Да. Для него, конечно, это станет очень актуальной проблемой, но у него уже была по этому поводу некоторое напряжение, да, связанное с его здоровьем. Также, вот, скажем так, что может влиять в целом вот именно на нас, на якутян, да? У нас суровые климатические условия, это ни для кого не секрет, да? Зима суровая, особенно это было, за последние, скажем так, 10 лет холоднее, чем обычно. Мы очень ждали лета, у нас были большие надежды, связанные с летом, ожидания, что мы оздоровимся, что мы будем заниматься привычными, традиционными для нас вещами. Это и праздник Исэх, и сенокос, и огород, и детский лагерь, да, вот куда мы детей отправляем. Но, к сожалению, и смог, и ограничительные меры они не способствуют реализации этих ожиданий. И поэтому, конечно, возрастает вот эта напряженность, недовольство, раздражение у людей, да. Но чаще это все-таки какие-то предпосылки внутренние у человека. Не сама по себе ситуация. Ситуация просто стала одной из в череде подобных событий. А может быть, расскажете, какие группы граждан наиболее подвержены ухудшению психического здоровья? Может быть, это пожилые люди, дети, какие-то люди из определенных сфер работы? Существует ли вообще какая-то статистика обращения за психологической помощью? Ну, скажем так, здесь определяют все-таки, наверное, вот наши базовые характеристики, это свойства нервной системы. Если нервная система сильная, то человек более стойко переносит. Да? Если у человека, скажем так, есть ресурсы внутренние, он восполняет, да? То есть он живет полноценной жизнью, здоровый образ жизни, у него есть активность помимо работы и дома, какая-то общественная, может быть, нагрузка, хобби, какие-то интересы. У него, конечно, скажем так, возможностей восполнить свой внутренний ресурс больше. И он меньше будет реагировать, не так разрушительны будут для него вот эти стрессовые факторы. Если человек, а есть другая категория людей, это люди, у которых очень обладают чувствительной нервной системой. Для них, конечно, такие события сложнее происходят. Поэтому здесь, скорее всего, не по возрастам и категориям, да, по каким-то гендерным признакам, а именно по индивидуальным признакам люди к нам чаще обращаются, которые имеют такую, скажем так, особенности характерологические, темпераментальные, да, как тревожность, скажем так, чувствительность определенная.
А статистика все-таки существует ли какая-то, где фиксируется, сколько обращений было? Ну вот за этот год еще именно по этим обращениям у нас не было такой статистики, но, скажем так, за этот год мы заметили, что стало больше обращений по семейным запросам. Потому что, скажем так, ну вообще для нашей культуры, для нашего менталитета характерна, скажем так, семья как ценность, да, и все равно у нас люди переживают за то, что происходит внутри семьи, да. А вот условия, когда люди оказались 24 часа запертые в 4 стенах, родители, которые до этого был четкий распорядок, мы на работу, дети в садик, дети в школу, да, а тут они оказались все в замкнутом пространстве. И возникает, конечно, так, скажем, много таких ситуаций, да, недопонимания, какие-то конфликтные ситуации, которые раньше нивелировались за счет того, что люди были где-то чем-то заняты. А сейчас они оказались наедине друг с другом, и им так или иначе приходится решать эти вопросы, которые могли бы не возникнуть, если бы жизнь продолжалась в привычном нам ритме. Но в связи с тем, что мы вот оказались ограничены, конечно, у многих эти вопросы стали очень актуальными. Семейные вопросы взаимоотношений, да, выяснение, скажем так, отношений друг с другом. Раз мы уже затронули тему того, что люди остались в 4 стенах, может ли как раз-таки такие обстоятельства вызвать у людей развитие асоциального поведения, может быть, суицидальных наклонностей или социальных заболеваний? Ну, скажем так, по данным Росстата и Минздрава, которые в открытом источнике находятся, да, за период пандемии, ну вот за именно период, когда были жесткие ограничительные меры, увеличилось некое количество вот связанных, ну, с алкоголизацией, да, с домашним насилием, с таким асоциальным поведением, да. Но надо сказать, что здесь это не только проблема Якутии и России. Это общемировая тенденция. И в США, и в Европе, во всех странах, где были жесткие ограничения, это стало общемировой тенденцией. Потому что, ну, действительно, самый простой способ, как люди считают, да, скажем так, это выпить. Да? И отсюда многие проблемы. Это не секрет, да, скажем так. Поэтому, конечно, здесь возникли определенные трудности у людей. И статистика пошла вверх незначительно, там порядка 4-5%, но тем не менее она есть. Есть такие истории, когда, например, люди под страхом выйти на улицу из-за карантинных мер просто запираются у себя дома. И если вдруг это, например, твой друг или близкий человек, родственник, ты не знаешь, как ему помочь. Может быть, есть какие-то советы практические, если столкнулись с такой ситуацией люди? У нас существует, скажем так, как мы можем помочь. Мы не можем заставить человека обратиться к психологу. Это должно быть личное желание человека. Но что могут сделать близкие? Да? У нас есть телефоны доверия. Мы можем обратиться в виде консультаций по скайпу, да, по видеоконференции. Разные форматы мы можем предложить человеку. Но если ситуация, например, совсем крайняя, когда человека наблюдается такое поведение, что он, какие-то депрессивные признаки, да, там апатия, тревога, деструктивное совсем поведение, да, отказывается от еды, у него проблемы со сном, со здоровьем в целом, то, конечно, здесь необходима помощь врачей в первую очередь. Да, и мне кажется, там какие-то есть протоколы у Минздрава, когда мы можем обратиться через поликлинику или через соответствующих специалистов за помощью, уже такой конкретной. А как у себя можно диагностировать какие-нибудь такие симптомы, изменения, когда со стороны-то вроде яснее, виднее, а к себе мы иногда не столь придирчивы, менее критичны? Но, как правило, какие-то такие проявления человек поначалу не замечает. Они проходят скрытно или развиваются постепенно, по нарастающей. Но не бывает, как снег на голову, да, скажем так. Так бывает только в ситуации горя, когда вдруг и резко. Да? То есть то, что мы наблюдали примерно в начале пандемии, когда резко повысилась тревожность, общее такое возбуждение, да, населения, то сейчас мы говорим о том, что это все развивается постепенно.
И человек может на первых порах этого не замечать. Но он может когда это заметить. Во-первых, когда у него начинаются как раз-таки трудности в общении с ближайшим окружением. Это родственники, семья, родные, коллеги, друзья. Когда человек начинает, может ему сделать замечание, что стал какой-то раздражительный, начинаешь реагировать как-то. Мы же тебе ничего такого не сказали, это простой вопрос, а ты так остро отреагировал, да? То есть ему об этом, как правило, начинает говорить, и он начинает замечать за собой такую особенность, что действительно как-то мне становится некомфортно, я плачу чаще, сплю хуже. На такие симптомы чаще обращают внимание люди. И либо, скажем так, ему рекомендуют в ближайшее окружение обратиться к специалисту, либо когда уже критическая масса симптомов наросла, то он сам обращается по каким-то таким симптомам, которые существенно снижают качество жизни человека, мешают в обычной жизни. Но мы поговорили о том, как у постороннего человека, да, можно со стороны наблюдать какие-то изменения, как у себя можно их распознать по каким-то минимальным звоночкам. А какие практики помогают самостоятельно поправить, ну, может быть, не особо сильно, но тем не менее эмоциональное состояние? Здесь в первую очередь, скажем так, нужно задумываться о превентивных мерах. Да? Лучшее лечение – это профилактика, как и в медицине, скажем так. В психологии то же самое. Да? Вообще, что такое стресс? Это нормальная реакция организма. Это эволюционно сложившийся механизм реакции на, скажем так, из ряда вон выходящую ситуацию, нетипичную ситуацию. Но она была нужна для чего? Для того, чтобы преодолевать какие-то трудности, когда действительно они были. Там, хищные животные, да, климатические условия, резкие там, изменения, да, то есть катаклизмы какие-то у людей происходили. Но наше общество сейчас не живет в режиме выживания. Мы сейчас живем в достаточно комфортном режиме. Да? Нам не еда более рафинированная, среда окружающая нас более комфортная, мы не ходим за дровами, не топим, там, нам не приходится их заготавливать, зимой искать. Да? Достаточно комфортно живем. Медицина развитая. Поэтому у нас все наши стрессы перешли из области физических, по большей части, в область эмоциональных и социальных. Да? И поэтому здесь важно, скажем так, понимать, с чем связаны мои состояния, с какими моими тревожными. Это вот в области, например, общения. Да? У меня есть сложности, там, страх общаться с людьми, с большим количеством людей. Или же, наоборот, я не могу находиться один. И здесь я должен понимать причины, искать, почему со мной так происходит, да? Прислушиваться к себе, уметь, скорее так, навыки осознанности развивать, да? Чувствовать, не обесценивать свои чувства, свои состояния, свои переживания и, соответственно, свои потребности. По большому счету, что такое вот раздражение, тревога и фрустрация? Да? Это когда человек не заботится о себе. То есть он работает для семьи, для там, какого-то статуса, для того, чтобы оправдать родительские ожидания. А на вопрос часто так бывает на консультациях, а чего вы сами хотите, люди не знают. И отсюда растет вот отсутствие внутреннего ресурса. Потому что человек живет не своей жизнью. А для того, чтобы начать свою жизнь жить, нужно понимать, чего я хочу, какие у меня есть потребности, о чем мои чувства, о чем мои переживания. А для этого нужно, скажем так, иногда быть самим собой наедине. То есть это и практики медитации, практики осознанности, скажем так, дыхательные какие-то практики, мои хобби, потому что это то, что я люблю, то, что меня наполняет. И здесь не только вязание, скажем так, да, там, спорт и так далее. Даже вот просмотр кино. Иногда простые такие вещи просто помогают нам отдохнуть. Банальная организация своих, скажем так, смены деятельности, чередование активности с отдыхом, это тоже нас оздоравливает, в том числе психологически, психически. Спасибо вам большое, Мария Николаевна. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с психологом Марией Загоренко.